Ежегодный смотр профессионального мастерства включает в себя выполнение теоретического и практического заданий. Теоретическая часть проводится по предметам профессионального цикла и состоит из тестов. Практические задания предполагают кирпичную кладку наружных и внутренних стен. 13 ребят, собравшихся со всех профессиональных учебных заведений республики, достойно прошли все испытания. В награждении победителей приняли участие представители Министерства образования республики, администрации городского округа. Гости отметили высокий уровень проведения Олимпиады. У нас уже давно не хватает обыкновенных сварщиков, обыкновенных каменщиков, поваров на производстве. И нам с вами необходимо средства массовой информации всем заинтересованным организациям, министерствам, ведомствам повернуть общество, наконец, лицом к рабочей профессии. Вот все, что мы видим сегодня, это представители, победители своих внутриучилищных конкурсов, ребята уже проработавшие определенное время на стройке, они сознательно уже выбрали свой этот путь, и сегодня мы видим уже результаты того, что здесь получаем. У них у всех в руках профессия, а это, я считаю, что хороший кусок хлеба они смогут и себя покормить в этой жизни, и семью. Смотр профмастерства проходит ежегодно. Цель столь масштабного мероприятия – повышение качества профессиональной подготовки учащихся, выявление среди них наиболее одаренных и талантливых, обмен опытом в подготовке специалистов и повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества. Надо сказать, что уровень подготовки обучающихся был довольно-таки высокий, они показали хорошие результаты. И, как сказал начальник участка, член жюри, это организация Ремстройцентр, что уже примерно половина участников, 6-7 человек, уже можно вполне брать на производство, они уже квалифицированные рабочие. Хороший уровень подготовки показали участники из города Сибай, Уфа и Чекмагушинского района. В подобных мероприятиях мои учащиеся участвуют не первый год. В этом году тоже посчастливилось предоставить обучающегося на конкурс, который проходит в Сибае. Мероприятие организовано очень хорошо. Нас встретили очень добродушно, радушно, как и принято на башкирской земле. Встречали гостей. Все понравилось хорошо. Было организовано все нужным образом. Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки. Абсолютный победитель выдвинут на получение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта. Им оказался учащийся Сибайского колледжа строительства и сервиса Григорий Захаров. Я очень рад, что я поучаствовал в Олимпиаде. И я особенно рад тому, что я победил в ней. Хотя я не надеялся даже, потому что участники со всей Башкирии, очень сильные колледжи. Но все-таки мы победили. Особенно меня радует то, что Олимпиада проходит в городе Сибай, в нашем родном городе. Это поднимает престиж города. Я хотел выразить огромную благодарность организаторам за то, что они провели этот конкурс, предоставили объекты и все условия для работы. Хотел поблагодарить своих наставников, мастеров производственного обучения. Огромное спасибо вам. Алена Полянская, Гульхамитова, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.